Казалось бы, простой процесс, но на самом деле здесь есть очень много нюансов. Ведь от того, как вы сформируете куст, будет зависеть ваш урожай. Обо всех этих секретах и тонкостях нам сегодня расскажет старший научный сотрудник Института биологии Иннокентий Аполлоныч Федоров. Иннокентий Аполлоныч, вновь здравствуйте. Здравствуйте. Вот, знаете, никогда не думала, что как правильно подстричь куст, мы будем прям снимать целые передачи. А на самом деле эта тема заслуживает отдельного внимания. Наш народ, зная, что я занимаюсь достаточно широко растениями, и лекарственными, и кормовыми, и зерновыми, и овощными, буквально летом мне названивают на дню раз 10, наверное, да, в среднем. Как правильно обрезать стебли огурцов. Огурцы, они дают боковые стебли же, стебли, ветки первого порядка, так называемые. И вот как правильно их обрезать. Я родился, вырос в Амгинском районе, где издавна земледелие, овощеводство было развито по сравнению с другими районами Якутии. И поэтому моя бабушка была такая завзятая огородница, да? Она даже, отправив огромный огурец, я не помню, то ли 4 килограмма, то ли 6 килограммов, на выставку достижений народного хозяйства СССР, получила золотую медаль. Да вы что? Ага. В условиях Якутии, таких суровых условиях, огромный огурец, и ей отправили золотую медаль в ВДНХ. Вот так. Хочу отметить, что теперь понятно, почему у вас вырастают гигантские морковки, гигантские корнеплоды в основном, да? Да. А это у вас, видимо, в крови все передалось. Все это, конечно, генетически обусловлено. Да. Генетически обусловлено. Как и у растений, да? Мои предки в основном не были коневодами, скотоводами, они занимались зерновым хозяйством. Они выращивали зерно, имели мельницу и делали муку. Со всех маслягов и соседних улусов даже приезжали, издалека приезжали молоть зерно. Так, ну и, собственно, вернемся к нашей теме сегодня, к огурчикам. Начиная с 4 лет, она начала меня использовать в качестве помощника? В качестве помощника в огороде, да. Я поливал, помогал бабушке и, конечно, поневоле набирался опыта. И где-то 7-8 лет она меня научила, как правильно обрезать огурцы. Потом, впоследствии, да, уже обращаясь к учебникам, к разным пособиям практическим, да, я убедился в ее правоте. То же самое. Вот что значит народная мудрость. Давайте последуем по теплицу, и на одном растении, там жарко очень, да, сегодня и так на солнце более 40 градусов жары, а в теплице Иннокентий еще... Аполлоныч решил испытать всю съемочную команду проекта, мы вам покажем. Можете постоять около дверей, да? Я прямо растение, оператор просто заглядывать будет. Иначе мы получим там солнечный удар. Итак, смотрим. У нас есть кустик. Очень просто на самом деле. Просто надо заострить свое внимание и стараться в себя впитать информацию, да? Питать правильно. До 30 сантиметров высотой, да? Вот пошла ветка. Имеется огурец, да? Имеется огурец. Оставляем один лист. Один лист он имеется, да? Вот он. И прямо обрезаем один лист, один огурец. А мы же тут огурчики обрезали, Иннокентий Аполлоныч. Да. Это ничего. Ничего? Это ничего. Так должно быть. Ой, мамочки, я бы никогда, у меня рука не поднялась. До 30 сантиметров, да? Выше 30 сантиметров, до 60 сантиметров оставляем 2 огурчика, 2 листа и обрезаем смело. Вот. Следующая веточка. Следующая веточка. Вот этот основной огурец около главного стебля, он засох. Оставляем здесь 2 огурчика, они близнецы, да? С одной пазухи поднялись.
обрезаем 2 огурчика и 2 листа. Раз, два, раз, раз листочек и 2 листочка. Очень просто. 60 сантиметров. 60 сантиметров и выше, да? Выше. Оставляем по 3 огурчика. 1 огурчик, 2, 3. Это будем второй считать. И обрезаем. Видите? Очень просто. То есть внизу... До 30 сантиметров 1 огурчик, 1 лист. От 30 до 60 2 огурчика, 2 листа. От 60 до и выше 3 огурчика. И обрезаем. Тем Всё. самым... И так далее, так далее. 3 огурца, идем высоко, до самого конца. Иннокентий Аполлоныч, таким образом, что мы повышаем урожайность? Таким образом мы повышаем урожайность. Для чего мы купируем, да, эти стебельки? Просто у нас лето короткое, да? Лето короткое, все ограничено, и чтобы они успели вызреть, по всей России это применяется. По всей России применяется. И на все эти плодики, да, на все огурчики энергии одного растения не хватает. Мы помогаем растению сформировать хорошие выполненные такие огурцы. Так, но, возможно, многие усомнятся в подобной практике, скажут, да как так, столько веточек-то с огурчиками обрезать? Страшно? Скажут, да я лучше подожду, пусть они вырастут, потом обрежу. Если мы их оставим, они все высохнут, пожелтеют. Рано или поздно они все высохнут, товарищи, поэтому не боимся. Поэтому люди, многие умеют обрезать. Большинство людей умеют обрезать. И вот получат хороший урожай. Итак, еще раз. А многие научились благодаря нашей передаче. Да. Итак, огурчик берем до 30 сантиметров. До 30 сантиметров отрезаем. 1 огурчик оставляем и 1 лист на ветке. От 30 до 60 сантиметров. От 30 до 60 на побеге, на боковом побеге оставляем 2 огурчика, 2 листа и обрезаем. Выше 100 сантиметров? Выше 60 3 огурчика и 3 листика. И обрезаем. И как часто нужно обрезку делать у огурцов? Все лето? Побегообразование, но до конца вегетации идет. Поэтому все равно из-за пазух новые побеги поднимаются. И чтобы получать урожай хороший, надо вовремя делать обрезку. Где-то раз в неделю. Раз в неделю. По чуть-чуть обрезайте. Почему? Обрезайте. Да? И немного времени, буквально 20-30 минут. На 15 кустов. На 15 кустиков. Ну а получите урожай в разы больше, чем вот со всей этой огурцы, зеленой массы. Кстати, мои огурцы молодые, и я их семенами посеял, а май был холодный, поэтому они медленно в мае росли. Но вы свой урожай получите. Они недавно только начали давать. И хорошие эти огурчики уже висят. Так, хорошо, Иннокентий Аполлоныч, сейчас пойдем формировать кустик. Зайдем потом. Ой, покажем. какой большой огурец. А там много их. Да? Это что за сорт? Это Теска, Зазуля. Я люблю, самый любимый сорт советский. Ну, вот такие вот большие огурцы вот как раз. Сейчас же любят все маленькие с пупырышками. Да, это корнишоны называется. Корнишоны, да. Клавдия там. Любите, да? Да. Хорошо, сейчас пойдем формировать еще один куст, но это уже будет что? Свекла. Свекла. Свекла и кабачки. И кабачки. Там тоже есть свои нюансы, правильно? Да. Все, пойдемте. Место, скажи. Так. Я обрезал кабачки и оставил 1 куст необрезанный. Хорошо. Вот перед нами кабачки, да, разных сортов. Я даже не упомню, какие сорта, но они скороспелые все. И вот 2 куста я оставил необрезанными, остальные я обрезал. Для чего это делается, да?
когда формируется очень много листьев, да, из-за скученности, из-за плотности листовой поверхности могут болезни поселиться, да, и вредители завестись. И, во-вторых, энергия растения тратится на содержание этих листьев, Да, не этого обилия листьев, да. Поэтому мы аналогично с огурцами помогаем кабачку формировать завязи в плоды. Плоды. Итак, Вот видите, много-много внизу листьев. Листьев было. Немножко запустил, ездил по командировкам. И хорошо завязавшийся плод он закончил свою вот жизнь. он начал расти и потом завершил Потому свой путь. что всю энергию растение тратит на содержание этого обилия листьев, да? Ненужных листьев. Поэтому я показываю, да? В первую очередь удаляются нижние крупные листья, поврежденные листья, старые. Вот. Правильно, ой, зачем? шампиньоны. Ой, шампиньоны у вас растут. Ой-ой. Вот еще листья. Мгм. Ой, такие неприятные листья у кабачков колючие. Колючие листья. Нижние старые листья. Прямо стараемся у основания. Убираем смело. Оставляем только молодые, вот Верхние. верхние листья, скажем так. Просто вот так беспощадно все срезаем. Беспощадно. Вот эти листья не пропадут. Они идут у меня в ванную. Они переработаются еще и вернутся обратно в виде удобрения органического. Вот. С одного растения до 2 килограмм, наверное, листьев соберется. Все. Вот оставшегося количества листьев вполне достаточно для обеспечения урожайности. Так, Потом эти листья тоже увеличатся, состарятся. Появятся новые листья, мы их тоже беспощадно обрежем. да, ну растение похудело у нас, да? Растение похудело. А как еще повысить урожайность? Что Ага. нужно делать? Какие Хотя процессы? сейчас не время, да, обычно одно священнодействие проводится утром или вечером. Но я покажу, да, На всякий случай. как правильно опылять. Вот женский цвет завязью, Откуда вы знаете? женский, потому что он имеет завязь, Все, Ага. кабачок. кабачок маленький. Женский. И я достал с другого растения, не с этого растения, А надо с другого. надо с другого С другой растения. семьи должен приходить. Да-да, с другой семьи, С чтобы другой семьи. близкородственного Связи. инцеста не было, Да-да-да. инбридинга не было. И вот И берем. вот разрываем женский цветок. Видите, сколько много муравьев. Кстати, они опылители. Мгм. И оплодотворяем. Даже днем делаю я, и получается. А нельзя туда просто положить и оставить-то? Можно? Можно оставить, только не всегда приходят муравьи, не всегда прилетают мухи. Надо мухи или муравью сначала посетить мужское растение, на лапках своих пыльцу перенести на женское. Ой, как, Но это не всегда происходит. как все сложно да, в Ага. этом мире. Хорошо, вот если мы вернемся к обрезке кабачка, то такую процедуру надо делать по мере возрастания, да? Да-да, Этих листьев. по мере роста и развития листьев. Ну и тем самым, значит, опыляем, отрезаем все, и кабачков будет у вас Комфортно. Да. Вот этот кабачок, вот эти кабачки вырастут. вырастут уже Вырастут, ага. точно. Ну, Так, хорошо, идем. В том, что хорошие кабачки вырастают у меня, вот, наверное, килограмма на 3 уже, наверное. Еще будет Вот, расти? вот, Или уже вот. срежете? Ну вот, наверное, срежу. 3 килограмма достаточно уже, вот он. Мгм. Красавец лежит. Ну, красавец. Как раз на обрезанном И кустике, вон, да? ага. Как раз на обрезанном кустике. Мгм. Он резко пошел в рост. Да. Сейчас мы переходим к следующему. Растению. Растению. Это свекла. Свекла, пойдемте. Иннокентий Аполлонович, ну здесь все понятно, что это. Наша Да. любимая. Наш любимый овощ свекла, да? Да. Свекла, так как мы недавние передачи говорили о лекарственных растениях, очень лекарственных. Самое
Самое лекарственное, можно сказать, из овощных растений. Чудо-корнеплод, Ага. да? Много антоциана, так как красный цвет есть. Мгм. Антоциан – это вещества, которые предотвращают рак. Антиоксидант сильнейший. Но свекла, она тоже склонна к образованию лишней листовой поверхности в ущерб своим корнеплодам. У него корнеплод же свекла Да. под землей находится. Поэтому, чтобы увеличивался корнеплод, в случаях с огурцом это были огурцы, Да. кабачки, а тут уже корнеплоды под землей. А лишняя листовая поверхность, она мешает росту корнеплодов. Логично. Тоже забирает влагу, забирает Да-да, забирает влагу, забирает питательные вещества, Да. свет отнимает. И мы Вот. опять В первую очередь убираем поврежденные листья, да? не нужны. Ага, поврежденные. Во вторую очередь вот нижние крупные листья убираем. И их лучше не использовать ни в борщ, никуда, да? Их можно использовать. Можно. Черешки прекрасно идут в борщ. Борщ. Листья, если не сухое, там, не больной лист, да, допустим, вот это вполне в борщ идет. Можно, да? Ага, можно, я использую. Мгм. Ага. И нет такого горького вкуса. Его Мгм. просто хорошо варить. И оставляем вот верхние только листья, да. Вот убрали. Получилось сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6 листьев 6 осталось. листьев И два достаточно, да? совсем маленьких. Всё. И достаточно. 5-6 листьев достаточно для вегетации. Мгм. И чтобы наливался корнеплод. Он, наверное, сейчас такой. Вот такой. Осенью, я думаю, он у Вот меня такой. вот такой вот. Знаем мы ваши корнеплоды с мою голову, да? Человечью голову будет. Человечью голову будет у нас Ага. одна маленькая свекла, маленькая, Ага. мы так скажем, да? И все это благодаря обрезке, да? Ну, в том числе. В том числе. Мгм. Конечно, в первую очередь это правильная почвосмесь, да? Почвосмесь. Ага, и грамотный полив. Грамотно. Грамотный полив для кабачков, для помидоров, для свеклы надо делать раз в 4-5 дней очень обильный полив. Мгм. Очень обильный. А огурцы в жаркую погоду через день надо поливать, а прохладную погоду один раз тоже в 4 дня. Мгм. Беспрерывный полив это не дает растениям кислорода. Кислорода не дает. Корневая система, она же тоже должна дышать. Мгм. А когда она постоянно в грязи, в воде, корневая система не дышит. Мгм. В ущерб физиологическому состоянию растения. Иннокентий Аполлоныч, вот может быть уже поздно, конечно, говорить о том, насколько густо надо садить, да, нашу красавицу свеклу, но если вот так визуально посмотреть, да, у вас достаточно плотно она сидит, да? Это Ну, стандартная Смотри, вот схема какой. посадки? Свекла. Или это ваша Свекла тоже? большая, да? Ага, видишь? уже можно У большая. людей осенью такая бывает. А у меня уже в середине лета такая. Ага. Это Вот 10, 30 сантиметров. 35 сантиметров растения. Это оптимальное такое. Спустя некоторое время я еще проведу окучивание. Мгм. Я, пожалуй, пользуясь случаем, Потом. покажу. Уже пора делать, да? Смотрите, вот она уже Вот хочет у нас выйти, да? корнеплод уже торчит. Ага. Ага. Где-то он уже с кружку величиной. Мгм. С кружку величиной. Окучивание делается подобным образом. Я мужик, поэтому руками я делаю. Зачем нам Ага. тяпки, Вот. зачем нам Вот так вот. лопатки? Вот так вот. Чтобы, когда корнеплод, верхняя часть находится на воздухе, рост его замедляется. Когда он находится под землей, под рыхлой, хорошей землей, конечно, корнеплод быстрее увеличивается. Окучивание. И таким образом делаем все корнеплоды вот так. Всё. Вот. Ага, все. То есть делаем все, как делает Иннокентий Аполлонович. Если вдруг у вас есть вопросы по тому, как сделать
хорошую почву. Вы можете пересмотреть наши выпуски. Иннокентий Аполлоныч говорил об этом весной. Мгм. В начале лета есть эти выпуски, да. Если вы хотите узнать какие-то лайфхаки и секреты по посадке, значит, по каким-то тонкостям и секретам, у нас все это есть в выпусках проекта, мы вам покажем. Иннокентия Аполлоновича очень большой опыт, очень много интересных, доказанных, да, практически научным путем решений различных вопросов на дачных участках, поэтому он у нас очень ответственный товарищ и передает свой опыт нам и, соответственно, вам, дорогие телезрители. Иннокентий Аполлоныч, еще раз спасибо. Сегодня мы говорили про обрезку. Ну и, конечно, берем на заметку, товарищи огородники, и увеличиваем урожай 2024 года.